Повышение правовой грамотности земляков – так видит свою задачу алданский юрист Наталья Жирняк. 3 года назад, получив грант от администрации района, Наталья занялась частной практикой, чтобы помочь алданцам разобраться в юридических тонкостях. О ее планах на самостоятельное будущее узнали наши корреспонденты. Что делать с гаражом? Анжела решила проконсультироваться с юристом. Недооформленное имущество вовсе не богатство, а головная боль. Наталья Жирняк подробно разъяснила процедуру, которую владелице необходимо пройти, из чего следует приступать к делу. Растерянность у Анжелы сменилась уверенностью. Ну как отлично, я хотя бы в ситуации понимаю, в каком мне направлении сейчас дальше действовать. Просто даже элементарные вещи, справки где-то, вообще не знаешь, с чего начать. А столько документов в разные места требуют, огромное количество. Тут вообще без юриста вообще элементарные вещи нельзя сделать. Частной практикой Наталья Жирняк занялась 3 года назад. Собственное дело она смогла начать благодаря финансовой поддержке от администрации района. Арендовав площадь в бизнес-инкубаторе, Наталья открыла правовой центр. На сегодняшний день у нас очень обширная клиентская база. Мы работаем с различными категориями населения, от пенсионеров до предпринимателей, также и юридических лиц. Составление исковых заявлений в суд, подготовка пакета документов в нотариальную контору, консультативная помощь и сопровождение. В центре работы много. Юридические остаются одним из наиболее востребованных видов услуг. В принципе, каждое дело, с которым обращаются к нам наши клиенты, оно уникально по составу документов, да, и по запросу необходимого решения вопросов. Наталья специализируется на решении земельно-имущественных споров. Впрочем, в центр граждане обращаются с разными проблемами. Наталья никому не отказывает. Свою задачу она видит не только в помощи по конкретным вопросам, но также в повышении правовой грамотности земляков в целом. Иностранные граждане также обращаются к нам при оформлении, например, в судебных порядке решения вопросов по убежищу. Вот у нас были граждане Украины, довольно интересные такие дела. Скоро прием клиентов в бизнес-инкубаторе вестись не будет. Срок аренды истекает через несколько дней. Центр готовится к переезду. По словам Натальи, господдержка стала для нее взлетной площадкой, позволившей наработать клиентскую базу и поставить предприятие на ноги. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.